Смотрите в программе. Девочка-подросток погибла в результате ДТП в Аймиконском районе. За рулем автомобиля находился ее несовершеннолетний друг. В Якутии плазму людей, переболевших коронавирусом, начали вливать тем, кто сейчас борется с болезнью. Амгинская станция юных натуралистов стала победителем в 4 номинациях регионального этапа конкурса «Урожай-2020». В эфире вечерние новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте. Подросток погиб в результате ДТП в Аймиконском районе. Авария произошла сегодня рано утром. На 970-м километре дороги Колыма в поселке Уснера 16-летний водитель Toyota Vista не справился с управлением. Съехал с дороги и перевернулся. В результате происшествия 14-летняя пассажирка, которая в момент ДТП находилась на заднем сидении справа, скончалась на месте автоаварии до приезда скорой. Водителя госпитализировали с различными вывихами и ушибами. Автомобиль принадлежит отцу погибшей девочки. На нем она ранее приехала к своим друзьям. В салоне автомобиля помимо 16-летнего водителя находились 4 пассажиров. Обстоятельства происшествия уточняются. В местности Арылах 88-го квартала городского лесничества произошло возгорание. Пожар был обнаружен накануне в районе Вилюйского тракта 15-го километра. Силами ГАУ «Якутлесресурсы» якутского лесничества была произведена опашка территории с привлечением спецтехники. Предварительной причиной возгорания послужили дачники, проживающие в 4,5 километрах от места пожара. В настоящий момент очаг локализован. 2 гектара лесной, 15 не лесной, и еще у нас там остается как бы 30 гектар вот этой земли сельхоз. Ну, может, они и увеличатся еще, вот этот сельхоз. Лесной пожар, он как бы был низовой, средний, иногда вот на верховой, на чистых местах переходит. Причины возгорания – это как бы население. Антиковидную плазму пациентам с коронавирусом начали переливать в Якутии. Ее получают от людей, которые уже переболели COVID-19. О новшествах медицины разузнал Петр Васильев. Плазму с содержанием антител впервые использовали в Якутии в лечении больных коронавирусом. Сама по себе плазма – это жидкость, состоящая из воды и белков, которые помогают иммунной системе человека бороться с вирусами. Для лечения ковидных больных применяют плазму, отобранную у людей, которые уже переболели этим заболеванием и имеют необходимые антитела. Как отмечают врачи, при введении плазмы пациент в тяжелом состоянии получает пассивный иммунитет к коварному заболеванию. Вот эти антитела уже готовы, человеку не надо самому вырабатывать эти антитела, они получают ее извне, и эти антитела уже внутри организма начинают работать, как бы помогать организму бороться с этой инфекцией. Конечно, наряду с лекарственными препаратами и другими лечебными мероприятиями. Ну, мы работаем по методическим временным рекомендациям, которые нам дает Минздрав России, и там очень узкие показания именно для этой плазмы. Это тяжелые пациенты, которые находятся в реанимации в основном, и у них так называемый острый респираторный дистресс-синдром или тяжелая пневмония. Первую процедуру подобного рода провели в четверг, 10 августа, пациенту гериатрического отделения Республиканской клинической больницы. Если до введения плазмы его состояние оценивалось как тяжелое, то спустя день после врачи уже стали наблюдать некоторые улучшения. Подобный метод лечения стал возможен благодаря работе станции переливания скорой помощи. Антиковидная плазма заготавливается от доноров или конвалесцентов, те больные, которые перенесли COVID-19. На сегодняшний день переливание антиковидной плазмы находится в научной разработке. Широко ее используют это Институт Склифосовского в Москве и 52-я больница. Но так как есть временные рекомендации Минздрава России и есть приказ временной рекомендации по заготовке антиковидной плазмы нашего Минздрава, мы приготовили несколько доз этой плазмы в тестовом режиме. То есть наша цель была отработать эту технологию, посмотреть, как реагируют на это доноры, а потом уже второй этап, это уже скажут клиницисты, эффективна она при переливании или нет. Донором плазмы может стать человек, переболевший COVID-19, который при этом не имеет сопутствующих инфекционных заболеваний в возрасте от 18 до 55 лет. При этом у антител в его плазме должен быть определенный титр. Только в таком случае она может использоваться для лечения больных коронавирусом, в том числе находящихся в тяжелом состоянии.
Сегодня, на настоящий момент, в республике 32 тяжелых больных. Часть из них находится на поддержке ИВЛ, часть из них находится на кислородной поддержке. Принимаются все меры и все современные методики, которые есть в России, наши медики стараются применить. Снижение смертности от коронавирусной инфекции является одной из задач, которая сегодня в том числе стоит перед нашим республиканским здравоохранением. И, конечно же, это является долгом чести и наших медиков, которые работают с ковидными больными. Как отмечают специалисты, технология производства антиковидной плазмы достаточно трудоемкая и требует много ресурсов. Однако, по расчетам врачей, в скором времени ее можно будет использовать для преломления картины с коронавирусом. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Павел Пахомов, Якутск. Мы продолжаем серию репортажей о врачах Якутии, которые боролись с коронавирусом в самый разгар пандемии. Сегодня нашим героем станет человек, руководящий первым звеном, главный врач скорой медицинской помощи. С ним пообщался Сергей Михедов. Первый вызов с подтвержденным коронавирусом в службу экстренной медицинской помощи Якутска поступил 17 марта. К больному тогда выехала бригада в полном обмундировании. Для столичной скорой помощи неизвестная ранее инфекция неожиданностью не стала. Первые случаи в мире были выявлены еще в декабре. Экстренная медпомощь готова к встрече с неизвестным врагом в любой момент. У нас всегда была опасность завоза особо опасной инфекции с других государств, с учетом того, что наш аэропорт принимает рейсы из иностранных государств, тот же Китай, да, и получается, там бомбардирование у нас уже было. С марта по июль врачам скорой помощи Якутска пришлось научиться многому, рассказывает главный врач Татьяна Андросова. Самое главное – это взаимодействовать между собой. Были и бессонные ночи, и дежурство сутками. Некоторых врачей скорой помощи вызывали из отпусков, и они выходили на смену. Особенно сложно было понять, в какое медицинское учреждение везти заболевшего коронавирусом, если у него уже есть сопутствующая болезнь. Все предусмотреть невозможно, да? То есть у нас появился первый больной, который выявленный коронавирусной инфекцией и с инсультом. Звонила и, например, в тот же республиканский сосудистый центр и говорила: вот ваш первый больной. Мы у него, сейчас мы привезем, готовьтесь. Обладая огромным опытом работы как медиком, так и управленцем, главный врач скорой помощи смогла настроить коллектив на нужный лад. В период, когда неизвестно, что будет дальше, способность организовать работу четко, понятно и системно пришлась как раз кстати. Пройдя через все испытания уверенно, Татьяна Антоновна смотрит в будущее с высоко поднятой головой. Медицина идет вперед. Все равно, я думаю, вакцинация будет. Плюс будет, я думаю, все равно иммунитет к этому заболеванию формируется. ИФА-анализы мы сейчас делаем, обнаруживаем вот эти антитела к коронавирусу у переболевших. В ближайшее время будет очень качественная вакцина. Несмотря на определенные успехи, работники скорой помощи не расслабляются. Борьба с инфекцией продолжается, плюс ожидается сезонный прирост заболевших гриппом и ОРВИ. Кроме того, люди не прекращают получать травмы и переносить другие болезни. Быть врачом скорой значит оставаться всегда на передовой и первым приходить на помощь, что бы ни случилось. Сергей Михедов, Георгий Григорьев, Якутск. Айсан Николаев принял участие в запуске первой очереди крупного угольного терминала Ванино Трансуголь. Компания «Колмар» построила его в Ванинском районе Хабаровского края. Это самый крупный угольный терминал в стране. Айсан Николаев поздравил компанию «Колмар» с новым объектом и выразил уверенность, что терминал поможет вывести угледобывающую промышленность Якутии на новый уровень. Глава адресовал поздравления жителям Хабаровского края, которые получили новые рабочие места. На данном этапе в Ванино Трансуголь создано 376 рабочих мест. На этапе выхода предприятия на проектную мощность их количество составит более 600.
В Якутии назначен общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в некоммерческом секторе. Им стал член Общероссийского народного фронта, учредитель и секретарь Якутского совета отцов Николай Мартынов. Поводом создания новой должности послужило большое количество обращений в адрес действующего омбудсмена от организаций и разность деятельности коммерческих и некоммерческих компаний. Идею поддержал Общероссийский народный фронт, настаивая на том, что у социально ориентированных общественных организаций и объединений должен быть свой омбудсмен. Учитель биологии Актемского научно-образовательного центра Мария Данилова вошла в число лучших педагогов страны и получит федеральную премию в размере 200 тысяч рублей. Награда утверждена указом президента России. К участию в конкурсе допускаются учителя с педагогическим стажем не менее 3 лет, имеющие собственные методические разработки по предмету, эффективно использующие различные образовательные технологии, в том числе дистанционные, и создающие условия для работы с одаренными детьми, детьми из неблагополучных семей и так далее. Помимо Марии Даниловой, премии отмечены еще 9 педагогов из Якутии. Всем 10 деньги перечислят до 5 октября к празднованию Дня учителя. И я очень рада, что вошла именно в эту десятку лучших учителей республики. Рада за то, что вот работа учителя она была оценена. И свою премию, наверное, все-таки потрачу на улучшение жилищных условий. Амгинская станция юных натуралистов стала победителем в 4 номинациях регионального этапа «Урожай-2020». Объединение существует с 1992 года и работает по естественно-научному направлению. При станции во время летних каникул действует лагерь юнатов, где школьники изучают природу родного края, проводят научно-исследовательскую работу, занимаются сельхозработами. Станция ведет деятельность по 3 направлениям. Это отдел овощеводства, цветоводства и отдел экологии. Этим летом во время карантина методисты и работники станции сами посадили и убрали урожай. Также приняли активное участие в заочном конкурсе среди агропрофилированных школ и лагерей «Урожай-2020». Заняли первые места по овощеводству, плодово-ягодным культурам, по лекарственным растениям и 3 место по ландшафтному дизайну. Ну вот мы, отдел экологии, работаем по многолетним растениям. У нас вот мы выращиваем сирень венгерскую, облепиху. Акация желтая у нас хорошо растет, яблоня сибирская. И, вот выращиваем, стараемся многолетние вот растения, которые вот не зимуют в наших условиях. Мы вот в осеннее время их укрываем. На этом пока вся информация. В 20:00 на нашем канале подведем итоги дня. Оставайтесь с нами.